Зовут меня Григорьева Лариса Николаевна. Я являюсь преподавателем хореографического отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Комсомольской детской школы искусств. Я подготовила доклад на тему «Мастер татарского танца Ахмед Калимуллин». Ахмед Калимуллин родился 10 июня 1919 года в селе Татарское Ходящего Пестричинского района Татарии в семье крестьянина. После окончания отца мать с сыном переезжает в Казань, где устраивается уборщицей на постоялый двор, а мальчик идет учиться в фабрично-заводское училище на слесаря по ремонту швейных машин. В этом учебном заведении и происходит первое знакомство Ахмеда Калимуллина с хореографическим искусством. В 20-30-х годах XX века в культурной жизни Казани заметное место занимали хореографы Юлий Адольфович Муко и Зинаида Федоровна Чарушина. Муко в прошлом солист балета и балетмейстер городского оперного театра в Казани, а Чарушина, супруга Юлия Адольфовича, также была прима-балерина театра. Как известно, в 1919 году театр сгорел, и часть артистов стала заниматься кто концертной деятельностью, а кто педагогической, а кто совмещал педагогическую и постановочную в различных учебных заведениях, профессиональных и любительских объединениях, театрах и клубах. Юлий Муко известен как постановщик танцевальной части многих спектаклей татарского академического драматического театра имени Галяскара Камала и педагог Государственной хореографической студии при Татарском театральном техникуме. Супруга балетмейстера всегда была ему заинтересованной и талантливой помощницей и одновременно много работала в самодеятельных хореографических коллективах. Вот в одном из таких коллективов, где Чарушина была руководителем, и попал Ахмед Калимуллин в танцевальную группу государственного ансамбля песни и танца «Татария». Это произошло в 1938 году. В это время Калимуллин уже работал механиком швейных машин в одной из артелей города, и, несмотря на большую потерю в зарплате, он решился полностью посвятить себя искусству. Да это и был человек искусства, высокий, худой, стройный, обладающий богатой творческой фантазией, экспрессивный и эмоциональный юноша. Но, конечно же, не это главное. Высокая вера в предназначение искусства и вера в себя как частичку, носитель этого искусства – вот основная идея, которую отстаивал своим творчеством Ахмед Закирович Калимуллин. Юлий Муко был первым балетмейстером только что созданного Государственного ансамбля песни и танца республики и в качестве постановщика участвовал в первом концертном выступлении ансамбля, которое состоялось 30 апреля 1938 года и носило интернациональный характер. Конечно, Ахмед Закирович танцевал во всех хореографических композициях. Это и русские, и татарские, и белорусские, украинские и другие танцы. И, конечно, ездил с коллективом на первые гастроли по республикам Грузии и Армении, в Москву в 1939 году, на Дальний Восток в 1940 году. В августе 1940 года становится известно о предстоящей декаде татарского искусства в Москве, которая должна была состояться ровно через год. В этом культурном политическом мероприятии активное участие отводилось балету Татарского оперного театра, а исполнителей было недостаточно. Поэтому в скором времени Калимуллина перевели в балетную труппу театра. В декадных спектаклях театра в качестве украшения праздника должны были принимать участие дети. В связи с этим приводится выписка из приказа номер 97 Татарского театра и балета от 2 июня 1941 года для участия в декадных спектаклях театра и заключительном концерте необходимы хорошо подготовленные дети-танцоры.
Для этой цели 6 апреля 1941 года и до конца декады организовать при театре детскую танцевальную группу в количестве 40 человек, назначить преподавателей этой группы. Калимуллина назначили преподавателем татарского танца мальчики, то есть с мальчиками, да, оплата составляла 10 рублей за академический час. Эта выписка из приказа говорит о том, что Ахмед Калимуллин в свои 22 года был признан среди профессионалов одним из лучших специалистов в области татарского танца. Однако недолго длилось обучение, началась Великая Отечественная война. Калимуллин призывается в ряды Красной Армии, служит он на Дальнем Востоке, морфлоте и заканчивает службу уже танцором ансамбля песни, пляски там же. Возвратившись в Казань в 1946 году, Ахмед Закирович работает артистом балета Татарского театра оперы и балета, а в 1954 году становится заведующим хореографическим отделом Республиканского дома народного творчества. И с этого же времени Ахмед Закирович Калимуллин все более утверждается как высокоталантливый постановщик хореографических композиций, построенных на татарском национальном пластическом материале. К 1937-1938 годам Ахмед Закирович становится руководителем самодеятельного ансамбля танца «Трудовые резервы». Коллектив состоял из способных к танцевальному творчеству учащихся фабрично-заводских и профессионально-технических училищ. Калимуллин руководил там с некоторыми перерывами, например, на время Великой Отечественной войны до конца жизни, то есть до 1967 года. Здесь проходили своеобразную апробацию многие его постановки, которые затем переносились на сцену Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. И часть из этих хореографических танцев позже стали национальной классикой и ныне входят в золотой фонд репертуарных афиш профессиональных танцевальных коллективов и групп в Татарстане. Одной из первых хореографических композиций, ставшей впоследствии знаменитой, стала танцевальная картинка «Джигиты». Здесь нет сюжета, сцена насыщена настроением, энергией, задором, юмором. Танец как бы отвечает на вопрос, какие они татарские парни. Зритель видит массовый пляс юношей, где есть место и ансамблевому единению, и соревновательности. Танец насыщен игривыми нюансами, богатой лексикой, динамикой развития. Ахмед Закирович не учился ставить танцы где-либо в учебном заведении. Он доверял своей интуиции художника, которая редко подводила, и вместе с этим считал своим единственным учителем Файзи Агдамовича Гаскарова. Действительно, у Гаскарова было многим чему поучиться. К 50-м годам прошлого века за его плечами было Московское хореографическое училище. Работа танцором и ассистентом выдающегося балетмейстера Игоря Моисеева в Государственном ансамбле народного танца СССР. Кураторство башкирской группы ребят в Ленинградском хореографическом училище, создание башкирского ансамбля танца, сочинение балетов и выдающихся хореографических композиций на башкирском и татарском материале. Для Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Ахмед Калимуллин в конце 50-х, начало 60-х годов работает балетмейстером ансамбля. Поставил хореографические композиции «Танец астраханских татар», «На отдыхе», «Баламишкин», «Акбурек», «Танец пастуха», «Сюмболь», «Юлга», «Егет», «Когда Белен Кадича», «Джигиты», «Лирический танец девушек», «Апипе», «Три друга». Среди постановок Ахмеда Закировича особенно знаменита и популярна у танцоров и зрителей «Апипа». И этот танец знают не только в России, но и во многих городах Европы. Юмористическая хореографическая картинка, поставленная на незамысловатую народную музыку,
одноименного станца название словно выхвачено из национальной среды, чем и подкупают одновременно и простотой, и необычностью, и свежестью. В композиции дедушка и внучка как бы в шутку соревнуются, кто кого перепляшет, и понятно, что молодость побеждает. Творчество Ахмета Закировича Калимуллина, младшего из 3 классиков татарского танца после Тагирова и Гаскарова, несет в себе черты самобытности и яркого дарования. Несмотря на то, что Калимуллин прожил недолгую жизнь, его не стало летом 1967 года, балетмейстер сумел и успел создать то, что мы называем классикой национального искусства.